Возраст для них не повод для бездействия. Они продолжают творить, самовыражаться, делиться накопленным опытом и наблюдениями. Ветераны журналистики – люди вне времени. В знак благодарности за их многолетний труд Союз журналистов Тувы подарил своим старшим коллегам путевки в санаторий-профилакторий «Серебрянка», чтобы они там укрепили здоровье и вдохновились на новые работы. Машина, предоставленная Пенсионным фондом республики, доставила ветеранов журналистики в санаторий ранним утром. Встречала их там и наша съемочная группа. Серебрянка! Встречай ветеранов Союза журналистов Тувы России! Чидым Дангит Иргитович, мастер перевода с русского на тувинский язык, состоит в Союзе журналистов уже 40 лет. Мангуш Александра Санчаевна и Иргит Лидия Хирлиевна, королева радиоэфиров. Они члены Союза журналистов с 1978 и 1983 годов, победительницы профессионального журналистского конкурса «Агалимталитовое перо» 2016. И Маспыкол Галина Дулушевна, мастер слова в Союзе с 2001 года, абсолютная победительница «Агалимталитового пера» 2016. Долгожданных гостей персонал санатория «Серебрянка» встречал на пороге. Мы всегда рады приветствовать всех наших гостей, отдыхающих, также больных, направленных на долечивание различными медицинскими учреждениями республики. А журналистов, вот ветеранов журналистов, конечно, тем более мы рады, потому что мы очень ценим труд журналистов. Оказывая им качественные медицинские услуги, мы как бы отдаем дань уважения к их труду журналистов. Персонал санатория профилактория пообещал, они сделают все возможное, чтобы журналисты остались довольны. Под присмотром медиков высшей категории ветераны журналистики проведут в санатории «Серебрянка» неделю. Заботиться о тех, кто всю свою жизнь служил слову. Обязанность Союза журналистов Тувы, говорит заместитель председателя организации Надежда Антуфьева. Это долг Союза журналистов Тувы. Наши ветераны – наша гордость. И это наш долг заботиться о тех, кто всю свою жизнь посвятил тому, чтобы мир стал хотя бы чуть-чуть лучше. В санаторий журналисты приехали не с пустыми руками. В благодарность за теплый прием они подарили библиотеке «Серебрянки» 4 тома книги «Люди Центра Азии». А что может быть лучше такого подарка от мастеров слова? Ведь если медики лечат тело, то журналисты – душу. Анастасия Маслова, Буян Аюн, телекомпания «Новый век».